Итак, мы находимся в гостях в Институте квантовой генетики в Москве. С нами разговаривает Петр Петрович Горяев, академик, директор института. Сейчас я ему задам несколько вопросов по новым технологиям, с которыми начали работать. Думаю, что вам будет всем очень интересно узнать, в каком направлении развивается работа нашего института. Петр Петрович, здравствуйте. Добрый вечер. Могли бы вы рассказать нашим слушателям из Хорватии, Сербии, Словении, Македонии, значит, слушателям из всех бывших стран бывшей Югославии, у нас были вы в гостях, всем очень понравилось, о ваших новых работах. Мы видели, что вы на страничке своего института поставили новую информацию. Вот расскажите, пожалуйста, на каком принципе работают ваши квантовые припарки, квантовые жидкости, квантовые мази? Ну, общая основа всего этого дела чисто теоретическая, основанная на предыдущих исследованиях, если иметь в виду практику. А так это общетеоретическое построение, которое послужило основой для создания уже наших технологий, в том числе лазерных технологий. Значит, основа такая. Модель генетического кода нами пересмотрена, расширена. Потому что за 50 лет она не менялась, а ее надо было существенно поменять. Но это долгий разговор, но поскольку это лежит в основе наших технологий, то я все-таки говорю, что модель генетического кода надо было усовершенствовать, разворачивать и так далее, что я и сделал. И опубликовал это в 4 монографиях и в статьях, конечно. Значит, такое теоретическое построение, дополненное, послужило основой для создания аппаратуры. Аппаратура – это лазерная аппаратура, особые лазеры, которые моделируют квантовое состояние в хромосомах человека. Не только человек, любая биосистема, любой организм имеет одни и те же примерно квантовые механизмы. И принцип генетического кодирования стратегически немножко не тот, который дан уже в публикациях Нирнберга, и за это он получил Нобелевскую премию. И Крик, который участвовал, Фрэнсис Крик, тоже 2 лауреата Нобелевских премий дали вот эту модель, которой мы пользуемся 50 лет, но сейчас она, повторяю, требует развития. И вот аппаратура, значит, ее функции отображают вот одну из сторон функционирования нашего с вами генетического аппарата. Напомню, что генетический аппарат предназначен не только для того, чтобы дети походили на папу и маму, но стратегически генетическая информация регулирует обмен веществ и физиологию вслед за этим. Поэтому незнание или недопонимание работы генетического аппарата, оно влечет ошибки, которых сейчас достаточно много в медицине и в сельском хозяйстве, когда создаются генетически модифицированные продукты сельского хозяйства, они ложатся в основу создания пищи генетически модифицированной. Это очень опасно. Вот такая генетически модифицированная пища, она потенциально как бомба замедленного действия. Потому что у генетического аппарата есть 2 стороны работы. Это текстовая и квантовая. Текстовая часть – это то, что мы существенно пересмотрели в работе нашего хромосомного аппарата. А другая квантовая часть. Квантовая часть – это те квантовые процессы, которые лежат тоже в основе метаболизма и составляют вторую часть работы генетического аппарата, стратегическую часть. Что касается текстовой части, это особый разговор. Сейчас более актуально то, что сейчас вот мы уже практически применяем. Это программы текстовые и квантовые одновременно. В основном это квантовые программы. То есть создание таких файлов, звуковых файлов, которые несут вот такую скрытую генетическую информацию в виде так называемых спинорных эффектов. Это направление называется спинтроника. В химии оно уже официально признано, так называется химическая спинтроника.
И у нас академик Бучащенко выдвинут на Нобелевскую премию. В этом направлении работает. Он и очень многие его сотрудники, и многие институты в России. Значит, химическая спинтроника управляет химическими процессами за счет того, что она меняет спиновое состояние ядер атомов элементов, которые участвуют в химических реакциях. Мы, как генетики, как биологи, как медики, развиваем другую ветвь этого же направления, и одновременно ветвь так называемой лингвистики волновой генетики, которая пытается понять и понимает в какой-то степени биохимические и генетические процессы, они тоже своего рода химия или биохимия генетики, которые управляются вот такими квантовыми процессами. Эти квантовые процессы основаны на лазерных свойствах излучений наших с вами хромосом. То есть наши с вами хромосомы, человеческие хромосомы, в которых заключена вся наследственная информация человека, они являются излучателями когерентного лазерного света, широкополосного. От красного, от ультрафиолета до красного цвета. Если вы знаете, каким образом вот такая генетика, метаболическая информация, не повторяю, не только генетическая, но и метаболическая информация, как она записана в фотонах, а в фотонах она записана на поляризационных состояниях этих фотонов, или на квантовые состояния, которые называются поляризационными или спиновыми состояниями. Вот она, спинтроника, в этом заключается. Если вы знаете, как это записано, а мы уже многое там понимаем, знаем, то вы можете создать такие спинтронные излучения, которые можно потом перевести в звуковой формат, и человек будет слушать. Вы имеете в виду матрицы? Да, это так называемые матрицы. Вот это одно из практических применений нашей теории, которую мы долго-долго развивали. С 1984 года я развивал эту теорию. А сейчас мы это воплощаем. Вот уже лет 10, наверное, мы воплощаем в практику и создаем такие матрицы, звуковые матрицы, которые человек слушает. И в него проникает вот это спинтронное воздействие и меняет его метаболизм в лучшую сторону. За счет чего? Наша технология, она очень удобна и экологически чиста, потому что мы не придумываем никаких электромагнитных воздействий. Вот сейчас есть такая квантовая медицина, направление, оно немножечко и пошло не в ту сторону, потому что они откуда-то берут, может быть обоснованно, берут частоты и воздействуют этими электромагнитными частотами на человека. Ну, кое-какие эффекты есть, но слабенькие. Мы же берем те частоты, которые уже излучает наше с вами тело, наши с вами клетки, в том числе и хромосомы. Эти излучения мы можем записать прямо на твердый носитель, перевести в звуковую форму, повторяю, человек слушает это. И таких матриц, звуковых, акустических матриц у нас сотни. Потому что мы, в принципе, можем записать не только генетическую информацию с человека, но и генетико-метаболическую информацию. То есть, кроме обмена веществ на уровне нуклеиновых кислот, на уровне хромосом, есть еще масса процессов, их подавляющее большинство, кстати говоря, метаболизма. Этот метаболизм можно переписать в форме вот таких спинтронных излучений, которые мы переводим в звуковые, и человек слушает. То есть мы берем в качестве матрицы идеала, который надо будет подавать на человека, его, например, собственную пуповинную кровь. То есть его в том смысле, что вот родился ребенок, и в этот момент у него забирают у ребенка пуповинную кровь, небольшое количество, буквально 1-2 мл, и кусочек плаценты из любого места. Маленький кусочек, не больше, чем полсантиметра. Все, это может теперь храниться в генбанке сколько угодно долго, но мы сразу же со свежего материала записываем спектры, вот те самые спинтронно-акустические спектры. Вот сейчас запомните это словосочетание. И дальше мы его используем как некую позитивную матрицу, которая коррегирует обмен веществ. Ну вот человечек родился, например, ваш внук или внучка. Вы взяли вот эти материалы и записали эти спинтронные спектры. И дальше вы можете на себя подавать, на папу, на маму, на бабушку, на дедушку.
И ребенок, когда он взрослеет... На близких родственников. На ближайших родственников. На чужих людей это не действует. Вот что касается генетико-метаболической информации, там только на родню. То есть на самого ребенка, когда он будет взрослеть, стареть, болеть. И на папу, на маму, на бабушек, дедушек, братьев, сестер. То есть на ближайших родственников. Тем самым коррегировать здоровье. Потому что ребенок при рождении, у него идеальное здоровье. Ну, по крайней мере, в какой-то степени. Сейчас здоровых детей маловато, но тем не менее есть. И они служат источником вот такой информации. Мягкой, экологически чистой, ничего не надо, никаких операций, ничего не надо. Значит, просто человек слушает. И как вот Господь его создал, идеально здорово, вот эта информация сохраняется, подается на взрослого человека. Это не означает, что человек превратится в ребенка. Значит, так нельзя понимать. Это означает, что будут корректированы, изменены, улучшены те процессы, искаженные вследствие болезни и старости, которые, эти процессы записаны в этой матрице, спинтронной матрице. Вот это, что касается физической части, она сейчас пока основная. А что касается текстовой генетической информации, а точнее генетико-метаболической информации, это особый разговор, это разговор для будущего. Потому что тексты, записанные в наших хромосомах, которые даны нам, по-видимому, высшим разумом, Господом Богом, как угодно назовите, эти тексты обладают способностью быть человеческими, только на своем собственном языке. Но мы их не понимаем. Так же, как не все знают русский, не все знают английский язык, не все знают французский язык. Но, тем не менее, эти спектры несут информацию. Независимо, на каком языке они записаны, генетические тексты – это своего рода эсперанто. То есть текст, который записан на универсальном языке для всех организмов Земли, включая человека. И вот такой эсперанто можно использовать для того, чтобы создавать искусственные гены. Но аналоги тех, которые дал нам высший разум, Бог, как угодно назовите. Но это дело будущего, потому что язык ДНК до сих пор не изучен. Но мы сейчас в этом направлении двигаемся, работаем. И есть у нас прямые исследования, которые показывают, что человеческий язык, независимо на каком языке, значит, он схож с языком генов ДНК. Генов, которые кодируют белки. Это очень важно. Например, фрактальность текстов у нас одинакова, что у генетических текстов, белковых генов, что у человека на русском, английском, немецком и так далее. А что касается переноса информации на воду, далее это связано с вашими новыми технологиями? Связано. Значит, все биохимические процессы, исследования физиологические, базируются на воде. Потому что человеческий организм это 70% воды, головной мозг это 90%. То есть все процессы основные развиваются на водной основе. Вода обладает способностью записывать информацию. Очень много сейчас споров по этому поводу, многие работы отрицаются, но это факт. Мы, например, сделали то, что повторил Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии. Мы передали генетическую информацию в виде фрагмента ДНК на большие расстояния. И поставили так называемую ПЦР-систему, это специальная такая биохимическая реакция, которая размножает молекулы ДНК. За это получена Нобелевская премия американскими исследователями. Но там требуется матрица ДНК, вещественная. Мы обходимся без вещественной матрицы. Мы берем квантовую матрицу, которую нельзя ни пощупать, ничего. Это поле, это излучение. В частности, спинтронное излучение. Это полевое, так сказать, полевая информация, которую можно материализовать. И она материализует так называемую ПЦР-системе. Это так называемая полимеразная цепная реакция, когда у вас молекулу ДНК можно много раз амплифицировать, увеличить ее количество. Это вот, так сказать, классика теперь уже. А мы берем матрицу ДНК не вещественную, а квантовую матрицу. И можем, так сказать, показать и продемонстрировать. Вот видите, вот мы передали кусочек ДНК определенной длины, в воду передали информацию. Из этой воды, после вот такой воздействия, квантового воздействия на воду, где вещества нет ДНК, мы там полимеризуем точно такой же кусок ДНК. Это сделал то же самое Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии. Мы сделали на 10 лет раньше его.
Это основа того, что мы гены передаем на расстояние. Вот на этом основано лечебное, коррегирующее воздействие наших программ. Но мы можем записывать не только генетическую информацию, но и метаболическую. Значит, мы создаем из миллионов и миллионов, наш организм состоит из миллионов и миллионов метаболитов, то есть органических веществ человеческого организма, самых разнообразных. И это используется при лечении и так далее. Экстракты из растений, из животных. Значит, информацию из экстрактов растений вы переносите на воду. Мы получаем вначале экстракт, ну, как это делают давно, отвары там и все, что хотите. А потом, значит, мы берем эти экстракты или сухие остатки, так сказать, этих экстрактов, высушиваем, и потом снимаем с них квантовые эквиваленты этих биологически активных веществ. И мы имеем квантовую матрицу. То есть поле записано на твердый носитель. Там, твердый, типа флешки там, или жесткого диска и так далее. И после этого мы можем, фокусируя определенным образом, по нашему ноу-хау, вводить эту информацию в воду, например. Да, вода становится лечебной. Или в мази можно вводить. Жидкости биологические. И созданы у нас такие квантовые жидкости, жидкие квантово-информационные матрицы, так называемые, да, которые мы сейчас уже пробуем, апробируем достаточно широко. И они обладают уникальными способностями, которые не обладает ничто. Ну, о косметике это можно сказать два слова, потому что это не главное, но тем не менее это косметические средства, крема, лосьоны и так далее, которые обладают большим регенерирующим потенциалом, омолаживают и так далее. Но более такое серьезное направление это, например, люди имеют диабетическую конечность, стопу, например, да? Крайняя степень диабета, и стопа загнивает. Начинается гангрена. Ее надо ампутировать, или умрет человек. Значит, мы накладываем на такую вот воспаленную стопу просто марлю, например, или вату, там, смоченную вот этой жидкостью. И буквально через пару-тройку недель, значит, происходит полное заживление. То же самое относится к ожогам и к обморожениям. Когда дело дошло до ампутации, я уж не говорю о более таких легких случаях, а вот такие тяжелые случаи, связанные с потенциальной ампутацией, значит, мы лечим. Кроме диабетической стопы, раны, воспаления и прочее, ожоги, обморожения и прочее. Значит, огромнейшее направление, которое вот потенциально предстоит. Да, на вашем сайте Баш мы видели, что вы выложили много случаев, где люди пишут, что им очень помогло, что очень довольны. А в чем заключается эффект капсулы, информационной капсулы? Еще одна ветвь, так сказать, наших исследований, практических применений, точнее этого. Мы те же самые квантовые матрицы, которые уже мы используем, мы вводим так называемую капсулу. Значит, есть такой был Райх такой в прошлом веке, ученый, который сделал такие камеры, куда помещал человека, какая-то там аргонная энергия, как он считал. Значит, камеры, выложенные слоями металла, определенно, это его ноу-хау. И в течение многих лет он использовал, лечил людей. Но потом это направление было забыто, мы его возобновили. Мы тоже используем определенные слои металлов, но они играют для нас роль фокусирования, излучения самого человека, плюс те матрицы, которые мы уже создали давно, мы их вводим в это в виде звука, вводим прямо в эту капсулу, лежит человек в этой капсуле, слушает это, и на него еще воздействует вот, так сказать, вот такое его собственное излучение, отраженное от зеркал. Там есть система так называемых козыревых зеркал, которые мы использовали, где идет отражение от самого же человека, его же собственных нормальных излучений, да еще корректированных вот теми программами, которые мы, значит, применяем.
Ну, что касается капсулы Райха, он работал над закрытием магнитного поля человека. Он считал, что это изоляция от вредных внешних полей. Но это его гипотеза, которую он не доказал, не успел. У нас тоже, видимо, какое-то экранирование от внешних полей есть, но функция зеркал, функция вот этих металлических прослоек другая. Это концентрирование позитивной информации, снятой с матриц, со здоровых людей, с детей, с твоих собственных детей, внуков и так далее, и так далее. Или самого себя. Например, ты родился, у тебя взяли пуповину, кровь, плаценту, хранят. Ты живешь, вот тебе 70, 80, 90 лет. Ты хочешь жить дальше. Включаешь эту матрицу в эту капсулу и слушаешь это дело. И у нас были уникальные случаи. Например, женщины, которым за 80 лет им вернулся менструальный цикл. Это прямой путь к торможению старения. Реальный путь к торможению старения. Потому что вернуть менструальный цикл, это значит полностью поменять обмен веществ у женщины в отношении детородных функций. Другие функции мы пока не трогали, потому что спектр, который мы получаем, вот эти лазерные спектры, они очень сложны. Их еще только предстоит изучать, так называемые нелинейно-фрактальные спектры. И каждый кусочек этого спектра несет определенную информацию. И этот спектр, который очень большой, широкополосный так называемый, надо по частям изучать. Мы только какую-то маленькую часть взяли, потому что поддержки нет. Вот. Но используя фрактальность, хоть пускай она не линейная фрактальность, тем не менее она есть, поэтому используем эти спектры, и вот в частности в камерах, вот этих капсулах. Еще один вопрос. Очень многие наши клиенты, пациенты, которые используют ваши матрицы, постоянно спрашивают, как долго нужно слушать матрицу, когда они могут видеть первый эффект. Здесь не так просто, как хотелось бы. Потому что мы берем матрицу, из которой мы должны записать информацию, вот эту спинтронную. А эти матрицы могут давать не все. Потому что, повторяю, значит, мы используем только маленькую часть спектра, который получаем огромный спектр, мы маленькую только часть записываем. Чисто физически мы не можем прозвонить или использовать весь спектр. Мы берем маленькую часть. Вот, поэтому у каждого по-разному. У каждого по-разному. Вот каждый лечится. На одного это действует очень быстро. Например, у нас были раковые больные, рак 4 степени, рак кости. Умирает человек на тяжелых наркотиках, потому что боли жуткие, он умирает. Мы даем ему программу, подобранную для него же. И он встает на ноги через 4 дня. Видите как? Быстро. А другие слушают по 3-4 месяца. Вот женщины, которым, вот эти пожилые женщины, 80-летние, они слушали год. Целый год. Поэтому здесь все очень сложно. Это все зависит от того, чью фотографию вам предоставили. Это вот один из методов. Я говорил о том, что мы с вещества считываем информацию, с экстрактов и так далее. А можно считывать информацию прямо с фотографии. Потому что фотография – это фотонная запись человека. Потому что мы фотографию видим чем? Фотонами, глазами. Закрыл глаза, все, образ исчез. Значит, вот эти фотоны, которые попадают нам в глаза и в наш мозг, мы умеем их заставить взаимодействовать с лазерными излучениями, интерферировать с ними, и получаем вот такую матрицу, тоже квантовая матрица, которую человек может на себя воздействовать. Вот взятый, например, от внука, он подает на себя человек, или от внучки, или от самого себя. Вот, поэтому здесь перспективы колоссальные, огромные, но это только начало работ. Если нас поддержат, то это будет человечество сделать мощнейший рывок. Мощнейший. Более того, можем гибридизовать эти спектры, создавать комбинаторики этих спектров, смешивать эти спектры биологически активных веществ, например, женьшень, элеутерокок, мумиё и так далее, смешивать прямо со спектром человека, с фотографией. И потом воздействовать на самого же человека. Первые результаты показали фантастические эффекты. Вот, но это особый разговор, потому что здесь надо быть аккуратным и
кроме техник безопасности, соблюдать еще правила этики научной. Потому что мы не можем просто так взять фотографию человека, чужого, да? Не твоего родственника, не твоего сына, не твоего внука, а чужого человека в качестве образца. Без его разрешения это сделать нельзя. Поэтому мы эти эксперименты только попробовали на добровольцах. Буквально 2-3 случая. Убедились, что это работает. А сейчас предстоит большая работа по согласованию, разрешению на это и так далее. Как-то это все сопоставить с научными исследованиями, с мнением научной общественности, потому что не так просто это все внедрить и доказать. Потому что сопротивление медиков, сопротивление генетиков огромное. Потому что мы составляем для них, так сказать, не очень, может быть, не всегда приятное соседство. Хотя я говорю медикам, давайте работать вместе. Мы ничего не скрываем. Хотите, включайтесь в наши исследования, будем с вами совместно продолжать. Выгодно всем. И заработать на этом можно. Если хотите, пожалуйста, можно зарабатывать. Продавать эти матрицы. Мы ничего не скрываем. Нате вам матрицы. Пользуйтесь ими, пожалуйста, на здоровье. На всех хватит. И еще. В конце бы я хотела сказать, 2 года назад вы посетили Загреб. У вас было большое выступление, очень много жителей нашей страны, соседних стран познакомились с вами, были вами воодушевлены. Что бы вы им хотели пожелать? И приедете ли вы к нам еще? Пожелать воспринять наши технологии, поверить в них, потому что недоверие всегда снижает эффект, в том числе и вот эти наши технологии. Поверить в них, а поверить уже есть во что. И я с удовольствием приеду в Хорватию или еще куда-нибудь. Я уже езжу по всему миру, рассказываю, доказываю, объясняю, демонстрирую и так далее, и так далее. Это новое направление, несмотря на то, что оно начато у нас в России в 1924 году. Значит, Гурвич такой, фактически мы стоим на плечах Гурвича, Любича, Беклемишева, наши все российские исследователи, которые уже эти идеи выдвинули в таком первичном как бы варианте, а сейчас мы их развили. Уже ввели физико-математический формализм, обоснование теоретико-генетическое, потому что повторяю, что генетическая информация не так проста, как казалось бы, вот текстовая особенная информация, и мы должны овладеть языками ДНК, языками белков, если мы и генов. Если мы овладеем, мы будем создавать новые гены, новые белки. Сейчас это делают вслепую, что нельзя делать вслепую, потому что надо знать грамматику генетических текстов. Грамматику генетических текстов никто не знает пока. Мы кое-что там уже поняли. Есть буквально такие вот слова, короткие, трехбуквенные слова. Например, которые означают стоп, остановить синтез белка. Так вот есть такие вот 3 буквочки, да, которые образуют маленькое слово из 3 букв. Вот. Ну и другие короткие слова, их 64 в нашем генетическом аппарате, так на генетический код, 64 триплета, из которых составляются генетические фразы и тексты, которые потом переходят в белковые тексты. А у нас основа метаболизма – это белки. Мы состоим в основном из ДНК, РНК и белков. И все это на водной основе, живет и функционирует на водной основе, на квантовом уровне, который потом переходит в биохимический уровень, как я говорил, физиологический уровень и так далее. Этой громадной глыбой можно руководить стратегически с помощью физических полей, которые излучаются нашими же хромосомами. Надо знать язык этих полей. Вот что наша, так сказать, наша работа на этой нацелена. Спасибо большое, Петр Петрович. Мы будем вас ждать в Загребе. Мы вас приглашаем. Я мечтал в Загребском университете. Первый визит у меня не удалось. А вот во второй визит я хочу там все-таки среди биологов, молекулярных биологов и генетиков выступить. Обязательно. Мы вам поможем и будем вас ждать. Благодарю. Спасибо большое. Всего хорошего.